Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. Предприятие полностью оправдало ожидания. Президент ознакомился с деятельностью камнеперерабатывающего завода «Импульс-А». Цель проекта – укрепление института семьи. Многодетная семья Плиевых из села Корнис представлена к награде Мирового артистского комитета. Работа по продвижению остинских брендов продолжается. Продукция высокогорной кельтской пивоварни появилась в гипермаркетах «Лента». Президент Алан Гаглоев посетил мемориальный комплекс «Вечный огонь», где проводятся работы по реконструкции ко Дню Победы. Глава государства поинтересовался сроками сдачи объекта, подчеркнув важность предстоящего события. Реконструкция коснется не только территории мемориального комплекса, который будет облицован аланским камнем местного производства, обновлены будут и бюсты героев Советского Союза, выходцев из Южной Осетии. Полным ходом идет подготовка к празднованию Дня Победы. Особое внимание уделяется приведению в порядок аллеи славы, места, где увековечена память героя Великой Отечественной войны. Сегодня президент Алан Гаглоев проверил ход ремонтных работ мемориального комплекса. Глава государства поинтересовался сроками сдачи объекта, качеством выполняемых работ. Он поговорил с рабочими, которые отметили, что полностью обеспечены всеми необходимыми стройматериалами. Важно отметить, что для облицовки используется камень местного производства. Сколько времени понадобится? Посмотрим, погода как позволяет. Че погода, это проблема на Сейчас здесь кипит работа. К 9 мая обновят фасады памятников. Планируется также отремонтировать брусчатку. Алан Гаглоев обратил внимание строителей на стеллу, расположенную на территории объекта, и поручил строителям также привести ее в надлежащий вид. Это место – символ благодарности и уважения тем, кто отстоял мирное небо над головой. И мы должны понимать важность сохранения памяти подвига советского народа, сказал президент. Omendeste şuhnişemeyster mesemene bunağat kadna cizara vad nallavda ol bundar kusçav. Mena fitta hoş şırtadar. Алан Гаглоев добавил, что по всей республике будут проведены масштабные работы по реставрации памятников, бюстов. К празднику Великой Победы будут благоустроены все памятные места. Mesenumen şırttayız. Udun rasuht kanınç kıssıl şave olur oyunlar ama yumi yok komisya arastır şut komisya ਅੰਦਰ tavajım boyunç olur oyun aydarcı kutbura taftarayın tadarma aşık tuttagu mohan nahas o bundar şut aşağına kan bastıçıldı mı yolcu darune falakum ama boğacağım şamay naisturo inlerden fıstır şav Oşoko ben yafıl daru havi. Naistura el postu, naistura north kanam. Am ruhna kanam fala. Ночью фидов дар канам на кастарт кодет. По поручению главы государства каждое министерство и ведомство также несет ответственность за благоустройство и уборку территории определенного памятника. Алена Утаева, Аида Кочева, Сармат Гузидаев, Зарим Арсоева. Информационный выпуск сегодня.
Президент Алан Гаглоев поздравил военного обозревателя Арзу Мамедову с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства. Лидер республики отметил заслуги Мамедовой и поблагодарил ее за работу. Мы прекрасно понимаем, какие трудные задачи на вас возложены. Вы активно доносите до населения важную информацию о наших храбрых бойцах, участвующих на фронтах специальной военной операции. Благодаря вашей работе люди узнают об их героических подвигах. Спасибо за бесценный труд, сказал Алан Гаглоев. Указом президента за высокий профессионализм, активное и объективное освещение событий специальной военной операции Арзу Мамедова награждена почетной грамотой Республики Южная Осетия. В свою очередь Арзу Мамедова поблагодарила главу государства за высокую оценку своей деятельности. В рамках проекта укрепления Института семьи многодетная семья Плевых из села Корнис представлена к награде Мирового артистского комитета. И сегодня семью Плевых посетили председатель Моздокского районного отделения Международного общественного движения Алан-Танахас Фридон Гуцаев и председатель Угостинского отделения Леонид Тибилов. В семье Вячеслава Плеева из села Корни 7 детей. В 2013 году после болезни скончалась супруга Вячеслава, и воспитание детей полностью легло на плечи отца. Самому младшему ребенку Денису на тот момент было всего 6 месяцев. Сейчас ему уже 11, и несмотря на свой юный возраст, он является надежной опорой для своего отца. این لیسان نایبی تقنا دیپلم رسای کوسک کنم کنیزش کله. استاد سخنه شمای بازو نویسته. شمای را پستیم کنه آن ندن کنه ایزی شمای سخیشن شت کنوی. من زون چهار کده آکاش دست زون. ولی ممکن کست از نوی تا خصوصینگ. من شخصا دون کنه سوکسات کنه استر Вячеслав не скрывает, что поначалу ему было трудно справляться с детьми. Помимо отцовских обязанностей, ему приходилось готовить еду, убираться в доме, стирать одежду, учить с ними уроки, и каждый нуждался в заботе и внимании. Он мечтал вырастить своих детей достойными людьми, что позволило отцу семейства справиться со всеми сложностями. Odun moto tingi bostu dostem. Fetch fante mo khurzoyan. Fante idealniyo mototar umot. В рамках проекта «Отец Отечеству. Основа», организованный председателем Моздокского районного отделения Международного общественного движения Алан-Танахас, председатель отделения Фридон Гуцаев и председатель Югостинского отделения Леонид Тибилов посетили семью. Плеевы представлены к награде Мирового артистского комитета. Торжественное мероприятие пройдет во Владикавказе. خجاره کوی کنوات فچاق وچگن مقام نقوده کنم خجاره چیز مله مجه من آخام کستر تکو ویم بایده و آخام کستر تکو رزم بایدانج وقت خجاره یه رسم جیناد یه قصد جیناد سیراک در وچگن های میده باید اما نوجه ننیز که ویم بایدانج و میره سوختشیم اما با کس قبول تا دنیسلاویک ما حاودون اقدالت خیلی دخیش ما کم از آقای شتو من ایران آدم فزاقم بایدانج فرسم کراتنج کت دادم نو من مگورلک زونم خجر بیرم وزا خبرتر شدیست ولی من آخام قبول تا کمیش удонست نفس удонست سون بود. По словам Фридона Гуцаева, цель проекта – укрепление института семьи, отцовства через популяризацию традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей.
Mabun mana kam dartvatsagan laktadar qomesani xosa roy ma na mazal wiamun sayragdar ma lag maxan yurona da ma lag khisaw khazar khisaw martaka man atslag una maqdansagay ما فازمينا جماعة ما خفندما يرنا دم فينوي آخم لك تدرنني آخم لك تما ينجي قومل كنا أفضل بالونه من باس باكسم كد رسول دادم است باكسم سخزرتم كد سخدك زينات سمي ما ونن خدال داره میدگی کات داره میدگیم ما ایران زیناده باس زینادی سارده میدگ اوس خبرته لگ آراز ما ایران دمن رئیسون بون آراز ایران دمن خوسارو در مساجات در А вот в семье Цхавребовых из Цхимвала 9-кратное счастье. У них 5 девочек и 4 мальчика. Гостей из общественного движения Аланты Нахас встречают самые младшие. Самой старшей в семье Цхавребовых 26. Она уже замужем и воспитывает 2 детей. Младшей 6 лет. И она готовится поступать в 1 класс. Цхавребовы всегда мечтали о большой семье. И каждый день благодарят Бога за такое счастье. Zaina predstavljat ju svalun kovodua ili stadar mamcuska senčma i runodam ste gecel noci na uši gecel noci kao bira kan agdol kan svalat dar bira kod kumul kan shofta za kumul kan ya agdol iruna agdol cherestuna agdol warzu jinodel. В семье все дружны и привязаны друг к другу. По словам отца семейства Джейны Цхавребова, главное для них воспитать и вырастить достойных людей. Основные ценности, которые прививают в семье, это доброта, честность, умение ценить и поддерживать друг друга. Вацин ваймбойде сразу кома бошел на каражи готовцы на хотор таракуи каражи. На каражи оно покани. Семья Цхавребовых также приглашена на торжественное мероприятие, организованное движением Аланты Нахас. Семейный праздник «Отец Отечеству основа» проводится в целях пропаганды традиционных духовно-нравственных ценностей, где главой семьи является мужчина, где дети являются носителями лучших качеств и вносят достойный вклад в развитие общества. Стелла Бязарова, Аида Кочева, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. Президент Аланга Глоев ознакомился с работой камнеперерабатывающего завода «Импульс-А». Главе государства показали процесс изготовления изделий из местного камня и рассказали о деятельности предприятия. Глава государства положительно оценил работу завода и подчеркнул, что предприятие полностью оправдало ожидания. На сегодняшний день заказы на продукцию завода уже поступают из многих городов России, а в планах расширение производства. Первые результаты и ближайшие планы. Сегодня президенту в подробностях рассказали о работе предприятия по переработке природного камня «Импульс-А». Уже есть потребитель, мы не делаем ничего на склад. Все у нас уходит по заказам, не стоим вообще, очередь стоит. Мощности только нас сдерживают, чтобы получить большие заказы. Набун код выходным код юмагас короза может да юмагас кайсан гокоста набун шуроза маса юмагас короза. Сентябрь по проекту мы выходим на полную мощность. Мы быстрее выйдем. Сентябрь по проекту полной мощности. Мы быстрее выйдем. Непрерывная работа. Вообще проблема есть. Они договор Что для камня? Питера фирма. Банан шодаритарна расходы так удун сензороны заявка на фисен бойда удун сакита лосинчванца мохам поставка. И с Италии тоже расходники они торгуют, не останавливаются. Это современный итальянский станок, высокая производительность у него. Единственное, она горит
сложно колется из-за того, что характеристики он очень крепкий, вулканическая порода. Алан Гаглоев интересовался не только производственными возможностями завода, качеством выпускаемой продукции, но и условиями труда работников предприятия. На заводе, по словам генерального директора, большое внимание уделяется условиям безопасности. Безопасности на производстве – это первостепенная задача. Предприятие полностью оснащено самым современным оборудованием. Главе государства рассказали и показали процесс камнеобработки. Сами будем кислород получать, сами будем обжигать, компрессор, отдельно модульное будет помещение за цехом, и будем обжигать. Moja kuvasna katuska soroza, steen sõvera. Vaid selni võrna. Selni, steen svirezotkanu, steen põlv soroza, midagi, vidol sõin karstanuta. Спрос на продукцию такого высокого качества большой, поэтому Южная Осетия готова занять свою нишу в этой области. И следующий вопрос президента касался экспорта продукции. В Москву заказы есть, Нальчик, Владикавказ, 2 больших объекта, Беслан и лестница Маштыба. Такого камня нет нигде. У нас материал, мы уже не остановимся. С таким материалом мы только будем увеличивать производство. Когда дойдем до мрамора, это будет вообще что-то необыкновенное. Такого мрамора даже в Италии. И, конечно, сбыт будет проходить и на местном уровне. В Южной Осетии продукцию завода возможно приобрести по более низким ценам. Обращаются к нам ребята, памятники, стеллы заказывают, нашим героям делаем по минимальной стоимости, очень стараемся помочь всем. Обращений много, мы будем справляться. Наберем, когда полную мощность, будем закрывать прежде всего для своих людей, конечно. Потому что те люди заслуживают памяти. И возить камень с той стороны, конечно, это очень тяжело, дорого. 1,5–2 миллиарда Северная Осетия отправляет ежегодно, покупая карельский камень. Везут его за 3000 километров и привозят в Осетию. Наш камень по качеству намного лучше. Единственная сложность – кварциты. Вот эти белые полосы, люди привыкли к абсолютно черной. Но, допустим... Но нам лучше продавать готовые изделия. Да, просто добывать и отправлять это нас готовые. Обработка. Мы должны сами, значит, полуфабрикат или готовую продукцию. Готовая продукция, в первую очередь. Главу государства интересовала в том числе и заработная плата работников завода. В среднем она составляет 50 000 рублей, и задержек здесь нет. Алан Гаглоев высоко оценил возможности предприятия и отметил, что были приняты своевременные и правильные решения по запуску проекта. Кудафину пуста, вот демави дар бофанки мортанахи немзахунта зонглапута рбошу десты сакус кананч сабинунтам каржинахшо хаси. Доктор мене вахадак дар фикостот оше производство но варахтар канжинис фелдар вовартаж на дар мандар гузам продукции вожен войдогусты заказал на тахсинч نموصل وچگان خاص کدر نکردن توی زاکستی. من ما یک کدوش می‌داگیم. نه پرودکسی کشو نه دوره. من یک آتشست. بیره بستت دوره تکاتیست. تایو والدر خوددار. اما سکوفیت و دیوت در زختم زدم. من هم کدوتایی هم پروژه بودتم کم اساسیالیزات کنم. حسودتم نفکسین کم که مختلف کشتستم. چه سال استاجراز مودیس ورسی اکونومیکای مینیستر مکسیم گنادیوچ. Республика маршруты хордам дарур бошуди, вифаста эндалдастам, видар маю ход тарфи дорай зохта, истез малут мохтарстам ва форсма зогоста дардачустам, ола гозадар, ола коптадар ва форсма болагустам. Мирам мондар шуваим бойда, каве куса, каве федабун кад. Ма
زغم مکودت ما زغم مکود تک من وجه ما بونقه کوسن ما راست درگنن جنای ایرم من هاشارست خود تجتا شود گاز آده مکفینا ویکن نکوم بابیس کنار مست و استرجه من رسوخ جینات سارستی Самое главное при старте производств мы руководствуемся тем, что это в первую очередь даст республике дополнительные рабочие места. Очень хорошо работают, желание к труду, рвение к труду, люди соскучились по созидательному труду, быстро учатся, достаточно дисциплинированы, интерес у них к работе. Работа с камнем, она отсеивает лишних людей. Я жардама командасау, они сразу уходят. А кто остается, те уже любят эту работу и тяжело бросить уже. Это я по себе знаю. Важно отметить, что коллектив предприятия состоит исключительно из местных специалистов. Иунами инженер по производству кашифахат комерсай, Иунами горный мастер, кореренчику суидар специалист кашифахат комерсай. Всемирная поддержка главного стратегического партнера Южной Осетии России дает большие возможности для развития республики. И то, что мы сегодня видим на территории завода, не может нас не радовать, сказал президент. Очень тяжело. Сколько человек сегодня работает? В цехах два участка, 20 человек на камне обработки. Карьеры, наверное, человек 15. Всего 50 человек. Камень, добываемый на карьерах Южной Осетии, высокого качества. Соответственно, предприятие предлагает широкий ассортимент продукции превосходного качества. ودمدر ورتناخي خيط كاشو موس ندر نخي продукция ерен район канал хамши در талавор кану то есть социальную нагрузку тоже выдерживаете на выдержке целый на какого нигде там камсыбарай сыбалу грустно думаю мене не несколько доктор медалек از ما خود تکوده کنن میواب تکاره و با خم کوته وی Очень благодарна Лодышна проспекта. Ночью ханды завел. Олон из Вордовича предложили на гастарой, он там Морозан фонтанчикта. Питевой фонтанчикта. Таше фонтанчикта, чуно Розан ништа. И фонтанчикта, бо хам бойдам юкори. Плюс може ручной кыстари. Ручной полировка. Саканен чилабор. И будем герб Южной Осетии делать. Уже готова у нас программа. Из камня можем вырезать, всем можем подарить, всем официальным. Из камня будет хорошая вещь. Это слишком маленький формат. Метр на метр 40. Сфера камнепереработки развивается, появляются новые современные технологии, а потому необходимо повышать квалификацию в этой области. И такая возможность у нас также есть. Охорна нам диманан служби значи варто донатурный представитель. Юдисма изначально висохор кутто. Сте охорна дарошли. Туризма он жажекаю точно хамстану такаман юдонима дарнан связма дистанционно историкная два дистанционно связываться канечма охор канен. Как показывает практика, подобные проекты – это эффективное вложение в будущее страны. В ряде государств и во многих регионах и областях России, где налажена работа камнеперерабатывающих заводов, удалось добиться значительного роста в экономике. Рабочие места, колоссальные поступления в бюджет страны. Предприятие за короткие сроки оправдало свой запуск. Для Южной Осетии это еще и имиджевый проект. Возможно заявить о себе и здесь же показать благоприятные условия для вклада инвестиций в нашу республику. Зарина Кочиева, Сармат Гузельтаев, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня.
Работа по продвижению остинских брендов продолжается. Продукция высокогорной кельтской пивоварни появилась в гипермаркетах «Лента». Договоренности по экспорту были достигнуты ранее на Московском международном форуме «Продэкспо». Яна Плеева продолжит тему. Пиво высокогорной кельтской пивоварни, производимой на предприятии в Ленингурском районе, появилось на полках гипермаркетов «Лента». Договоренности по экспорту югостинской продукции были достигнуты на Московском международном форуме «Продэкспо». Успешное сотрудничество с крупнейшим российским ритейлером – результат долгой результативной работы, сказал торговый представитель Южной Осетии Таймур Азгогинов. Бренды Южной Осетии на разных площадках пользуются спросом. Мы сегодня обрадовались тому, что продукция, произведенная в Южной Осетии, уже экспортируется в Российскую Федерацию и представлена на прилавках федеральной сети «Лента», одной из уважаемых компаний Российской Федерации. И мы, конечно же, не можем не радоваться этим всем нашим позитивным шагам, которые делают нашу страну более узнаваемой. Первые поставки пива осуществились во все магазины сети «Лента». Это значит, что наша продукция появилась на полках многих российских городов. Основные переговоры все ведутся и договоренности на площадках, где Южная Осетия представляет свои национальные экспозиции, где мы рассказываем про преимущества, про конкурентоспособную продукцию из Южной Осетии. И вот примером, результатом вот этих наших активностей это то, что сегодня вот наши продукты появляются в федеральных сетях. В гипермаркеты были экспортированы 3 флагманских сорта высокогорной кельтской пивоварни линейки «Ирестон». Данный вид пива был специально разработан для экспорта. Для нас это большое достижение, что наша продукция теперь на прилавках известной продуктовой сети, отметил Гогинов. Мы в «Ленту» представили 3 сорта, 3 базовых сорта флагманских, которые производит высокогорная кельтская пивоварня. Это 2 лагера и 1 темное пиво. Бренд называется «Ирестон», что нас тоже не может не радовать. И вот эта линейка «Ирестон» в 3 сортах представлена на полках «Ленты». Идет большая работа по продвижению другой продукции из Южной Осетии, продукции консервного завода и в другие федеральные сети. И на сегодняшний день подписываются и подписаны уже контракты на поставки в другие федеральные сети, такие как «Магнит», «Красное и белое». Работа по продвижению остинских брендов продолжается, и есть уверенность, что будут достигнуты договоренности с другими крупными сетевыми компаниями. Яна Плеева, Зарема Арсоева. Информационный выпуск сегодня. В столице прошел чемпионат республики по шахматам среди девушек. В соревнованиях приняли участие более 20 спортсменок из Цхинвала, поселка Дзау, сел Тинагар и Хитагурова. Игра получилась интересная и напряженная. Все участницы поощрены призами и подарками. О результатах нам расскажет Оксана Джиоева. В Южной Осетии прошел чемпионат республики по шахматам среди девушек. Интеллектуальная игра проходила в здании лицея искусств. В соревнованиях приняли участие более 20 спортсменок из Цхинвала, поселка Дзау, сел Цинагар и Хитагурова. Среди них как опытные шахматистки, так и совсем юные участницы, самой младшей из которых 7 лет. Всего 25 человек. И такое количество девушек говорит о том, что у нас идет возрождение и развитие шахмат, женских шахмат в нашей республике. С каждым годом у них уровень повышается, многие из них уже имеют международный опыт. И, как я уже сказал, подобные мероприятия, они способствуют повышению класса игры наших участниц и спортсменок и способствуют тому, что в будущем они будут достойно представлять нашу республику. Победительницей стала Алана Тибилова. 2 и 3 места разделили между собой Валерия Ванеева и Анна Тибилова. По словам президента Федерации шахмат Георгия Шавлохова, это уже 4-й по счету чемпионат среди представительниц прекрасного пола. Это у нас 4-й чемпионат республики среди девушек. Один был очень давно, а вот последние годы мы провели, вот сейчас уже 3-й. Да? Понятно, что класс у вас у всех разный, кто-то более опытный ходит, кто-то давно уже занимается. Но мы сделали так, что для каждой участницы у нас предусмотрен приз. То есть волноваться не стоит, играйте в полную силу, это как маленький шахматный праздник.
Вот. И нам приятно, что район Тадар-Намис раньше был только город, а сейчас уже выступают районы республики тоже. Жалко, что Стеногара только один человек обычно. Очень много бывает оттуда. Также он добавил, что это была интересная и напряженная борьба. Все участницы были поощрены призами и подарками. За лучший результат среди шахматисток района выиграла представительница села Цинагар Альбина Маргиева. Также призом отметили самую юную шахматистку Софию Битиеву. Мария Туаева получила специальный приз за волю к победе. Георгий Шавлохов выразил благодарность главе Нацбанка Суслану Бекоеву за поддержку в проведении турнира и руководству лицея искусств за предоставленную площадку. Оксана Джуева, Заур Устаев, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике пасмурно, снег. В Знаурском районе днем +4, ночью +1. В Цавском районе днем +5, ночью -1. В городе Квайса днем +1, ночью -3. В Ленингорском районе днем +4, ночью нулевая температура. Столица республики в Цхинвале днем 5 градусов тепла, ночью 0 градусов. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.